К этому дому на окружной дороге с ледяными стражниками вокруг не зарастает народная тропа. Здесь живет самый известный в Якутске белый шаман. У порога, даже не входя в привычный образ, он по-простому встречает всех своих гостей. Здравствуйте. Заходите. Каждый день Александр Кулан вникает во множество житейских проблем и переживаний. Приходится снимать порчу с глаз, да и просто помогать людям обрести душевный покой. Да, я чувствую, да, вот это. То есть, Чуть-чуть есть. как мне себя Вот скинуть сейчас этот вот стресс? с этим будем работать. В этом конкретном случае шаману больше приходится выступать в роли психотерапевта. И здесь рецепт только один. Пробуждай. Именно свои чувства пробуждай. Какие чувства идут, те и пробуждай. Это может быть злость какая-то подавленная. И все же без высших сил здесь не обойтись. Эту процедуру шаман называет обрядом очищения с помощью бубна. Еще сильнее себя проявляй. Такое состояние человека шаман считает типичным для нашего времени. Ритм современной жизни сейчас редко дает возможность остановиться и разобраться в своих мыслях и чувствах. Сейчас человек воспринимает этот мир сначала через ум, через информацию. Он мало доверяет своим чувствам. Чувства закрыты. Сейчас приходится больше разговаривать с людьми. Разговаривать для того, чтобы открыть человека. Следующий обряд Александр Кулан проводит уже для нашей съемочной группы. Журналистов, естественно, интересует, каким будет 2015 год. Шаман сходу отвечает, что знак в виде копытного животного от духов он уже получил. Я видел сейчас вот дух земли в образе быка, разъяренного такого мощного быка, который готов бодаться с кем попало. Для более точного прогноза шаман облачается в свои ритуальные одежды и на время погружается в глубокий транс. Вернувшись в реальность, шаман объявляет, что у страны сейчас только один выход. Все мы должны объединиться и не надеяться, что кто-то решит проблемы за нас. Тогда действительно мы пройдем этот сложный период времени для России очень спокойно, даже в очень большом выигрыше. И тогда с осени уже начнется очень такое мощное, даже середина лета, мощное такое невиданное развитие производства. Со столь оптимистичным прогнозом согласны многие якутские белые шаманы. И такое единодушие совсем не удивительно. Ведь для них всегда было характерным оберегать свой народ. И каждый раз во время камлания шаманы просят высшие силы принести людям здоровье, благополучие и достаток. Игорь Сорокин, Роман Кутуков и Алексей Григорьев, телекомпания НТВ Якутск.